Поле, на котором развернулось действие турнира, украшено флагами стран-участниц, а трибуны, несмотря на дождь, остаются полными. Восторженные возгласы зрителей создают настоящий футбольный праздник. Особую атмосферу мероприятия придает празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, к которому также приурочен турнир. Детский флешмоб стал ярким украшением церемонии открытия. Дети, одетые в яркие и красочные костюмы, исполнили зажигательные танцы всех команд, покорив сердца присутствующих. Команда «Кераз» из Пицунды – одна из участниц 15-го международного турнира по футболу среди ветеранов на Кубок памяти Владислава Ардзинба. Особенно трогательная история одного из участников команды Ахры Елисеенко. С детства увлеченный футболом, он мечтал о больших матчах и, несмотря на годы, сохранил прежний энтузиазм на поле. И вот он на долгожданном международном турнире в родной Абхазии. Надеемся победить в этом турнире. Турнир всегда благоприятный, интересный. По-футбольному. Это встреча, это друзья, новые друзья, это спортсмены, это любовь к футболу. Люди, которым за 40, 50 лет, 60 лет играют на этом турнире, это очень приятно. А находиться здесь – это огромная честь, так как первый президент – это был наш отец, наш вождь Владислав Григорьевич Ардзинба. Жду от турнира приятных игр, без травм. Кераз чемпион. Команда «Арсенал» из Ленинградской области – постоянный участник турнира. Их присутствие стало доброй традицией, и третий год подряд футболисты приезжают в Абхазию с неизменным настроем на победу и приподнятым командным духом. В этом году это просто что-то феерическое. Такая организация. Мы вчера присутствовали на митинге. Сегодня состоится первая наша игра. Надеюсь, она будет удачной. И мы будем бороться за трофей, который Карл Карапетович презентовал. Большой кубок. Турнир собрал 10 команд спортсменов из Абхазии, России и впервые из Узбекистана. Спустя 10 лет, чтобы почтить память Владислава Ардзинба и продемонстрировать свое мастерство, приехали футболисты из Южной Осетии. Мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба, а также дочь первого президента Мадина Ардзинба, что придало празднику особую значимость. Позвольте поздравить вас с проведением международного турнира по футболу среди ветеранов. Юбилейный турнир, 15-й. Для нас очень важно, что такого рода спортивные события проходят на территории Абхазии. Спорт – это жизнь, это движение вперед. Я уверен, что вашему примеру, дорогие наши ветераны, последуют десятки тысяч молодых людей, в том числе те, которые сегодня стоят под этим дождем и создают нам замечательную атмосферу. Давайте еще раз поаплодируем нашим юным друзьям. Дорогие друзья, турнир проходит в память великого лидера национально-освободительного движения, первого президента нашей страны Владислава Григорьевича Ардзинба. В эти дни мы отмечаем 80-ю годовщину рождения человека, который привнес свой вклад, положил на алтарь свою жизнь ради сегодняшнего нашей страны и будущего нашей страны. Уверен в том, что его имя навсегда останется в истории нашего народа. Президент также напомнил, что в эти дни в республике отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в которой участвовали более 55 тысяч выходцев из Абхазии. На церемонии открытия турнира присутствовал чрезвычайный полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Бациев. Он отметил значимость таких спортивных мероприятий для укрепления международного сотрудничества и культурного обмена между народами. Я хочу пожелать успехов всем участникам данного турнира. Уверен, что он пройдет, как обычно, в духе спортивного мастерства, и вы покажете все, на что вы способны.
15-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба организован при финансовой поддержке ветерана Отечественной войны народа Абхазии, главы армянской общины Алика Минасяна. Организаторы турнира – советский и российский футболист, тренер Каро Бастаджан и председатель оргкомитета международного турнира Лаура Шарова. 17 мая состоится полуфинал турнира, а 18 мая – финал. Сария Кварацхеля, Тимур Кове, Абхазское телевидение.